В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная Европы победила команду США в матчевой легкоатлетической встрече, которая прошла в Минске. По итогам состязаний по 37 дисциплинам европейцы набрали 724 очка, а американцы – 601 балл. В составе сборной Европы было 6 россиян. Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках шестом. Илья Иванюк занял второе место в прыжках в высоту. В этой же дисциплине третьей стала Мария Лосицкене. Сергей Шубенков финишировал третьим в забеге на 110 метров с барьерами. Денис Лукьянов стал шестым в метании молота, и Полина Миллер пересекла линию финиша седьмой в забеге на 400 метров. Сардана Трофимова получила нейтральный статус. Накануне Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала фамилии 11 российских спортсменов, получивших право выступать на международных стартах текущего года в нейтральном статусе. В этот список попала трехкратная чемпионка России по марафону, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова. Ожидается, что ближайшим соревнованием для якутской бегуньи станет чемпионат мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. Напомним, из-за отсутствия допуска якутянка не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Якутская дзюдоистка Аина Моисеева вылетела на учебно-тренировочные сборы для подготовки к первенству мира в Казахстане. Об этом сообщает «Спорт Якутии» со ссылкой на тренера-спортсмена Дамдина Гамбадоржа. Моисеева после выступления на международном турнире, который прошел во Владивостоке, попала в заявку сборной России для участия в мировом первенстве среди юношей и девушек до 18 лет. Якутянка выступит в личном первенстве весовой категории до 48 килограммов. Турнир пройдет в Алмате с 26 по 29 сентября. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает пресс-служба промоушена. Первую позицию продолжает занимать обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс. На третьем месте расположился чемпион в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях Генри Сихуда. Напомню, Нурмагомедов 7 сентября второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив удушающим приемом американца Дастина Порье. Сейчас в активе россиянина 28 побед и ни одного поражения. Сборная Португалии одержала выездную победу над командой Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счетом 5-1. В составе победителей 4 результативных удара нанес Криштиану Роналдо. Пятый гол португальцев на свой счет записал Уильям Карвальо. У хозяев поля отличился Витаутас Андришкевичус. Сборная Португалии занимает второе место в турнирной таблице группы Б. Набрав 8 очков, литовцы идут на последнем пятом месте, имея в активе 1 балл. Лидирует команда Украины с 13 очками. А вот результаты других встреч игрового дня отбора к Евро. Албания на своем поле нанесла поражение Исландии со счетом 4-2. Чехия на выезде забила 3 безответных мяча в ворота Черногории. Англия выиграла у Косово 5-3. Действующий чемпион мира сборная Франции уверенно переиграла Андорру со счетом 3-0. Молдавия потерпела крупное поражение дома от Турции 0-4. И Люксембург уступил Сербии со счетом 1-3. Матчи 7-го тура отборочного турнира состоятся с 10 по 13 октября. Омский «Авангард» в овертайме выиграл у московского «Спартака» в выездном матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на ЦСКА-арене и завершилась со счетом 3-2. В составе победителей взятие ворот провели Свен Андригетта, Евгений Грачев и Тейлор Бек. У красно-белых отличились Антон Злобин и Евгений Кулик. После этой победы омский клуб поднялся на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, имея в активе 8 очков. «Спартак» идет пятым на Западе, набрав 5 баллов. В следующем туре «Авангард» на выезде встретится с Нижегородским «Торпедо», а «Спартак» же на своем льду сыграет с рижским «Динамо». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни якутского и российского спорта.